«Опора России» – так называется Тувинская региональная общественная организация, созданная для помощи малому и среднему бизнесу республики. Простыми словами, это ассоциация предпринимателей Тувы. На этой площадке бизнесмены могут не только обменяться опытом, но и обучить своим знаниям новичков. Например, проконсультировать при оплате налогов или сориентировать в поиске честных поставщиков при госзакупках. На пресс-конференции представители бизнес-сообщества подробно рассказали о своей деятельности. В короткое время наше сообщество предпринимателей именно в Туве провели такие более серьезные мероприятия, как нетворкинг для предпринимателей, где участниками стали более 200 человек. Также 30 октября мы провели бизнес-форум «Бизнес-опора развития», где участвовали более 400 человек. Мы также приглашали таких крупных экспертов в области туризма, маркетинга, также по созданию бизнес-процессов. Важным аспектом своей работы «Опора России» считает и сотрудничество с органами государственной власти. В первую очередь для защиты прав и интересов предпринимателей. В этом году, кстати, очень много изменений в части сдачи отчетов. Добавились уведомления. У бухгалтеров работы будет на порядок больше. Вот мы сейчас живем в такое время, когда очень часто меняется законодательство, да, и мы совместно, не только предприниматели, но и надзорные органы, мы вместе изучаем новое, внедряем это, где-то смотрим ошибки, и поэтому мы хотим с надзорниками работать прямо в очень хорошем, тесном контакте, чтобы у нас было не так, чтобы только нас наказывали, да, чтобы мы вместе разбирались, и создавали такую почву для развития бизнеса. Организация работает в нескольких актуальных для республики направлениях. Первое – это консультации по налогам и финансовой грамотности. Второе – создание реестра риэлторов. Риэлторских агентств в Туве больше 40, а зафиксированной базы работников нет. Поэтому рынок полон неквалифицированных специалистов, которые могут обмануть любого человека. Проблему решит реестр с возможностью оставления отзывов каждым покупателем. И, наконец, новые и активно прорабатываемые сегодня приоритеты – включиться в работу IT-сферы и туризма Тувы. Также нужно создавать событийные какие-то мероприятия. То есть там у нас есть крупные свои праздники, на Адым, да, летний праздник, у нас есть Шага, у нас есть другие свои такие сакральные праздники, которые нужно освещать, чтобы другим людям это было интересно, и их это привлекало в наш регион. Чтобы туристы приезжали в республику, нужно повысить качество сферы обслуживания и создать свой тувинский бренд-бук. Комитет по туризму «Опоры России» занимается разработкой сайта для путешественников. На портале будет представлена самая полезная и интересная информация о Туве в наглядной, доступной и современной форме. Важно, чтобы в кризисное для нашей страны время предприниматели оставались на плаву. Ведь чем лучше развит сегмент малого и среднего предпринимательства, тем больше будет рабочих мест и тем существеннее будут налоговые поступления. А значит, и Тува сможет вырваться из списка дотационных регионов и стать более богатой и независимой республикой. Поэтому предпринимателям и нужно объединяться, учиться, расти и выходить на новые рынки. Мария Стручкова, Культыгина Шина, 108 канал.